текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Добрый день, уважаемые жители и гости нашей республики. Сегодня, на 14 июля, отмечается незначительный рост новых случаев коронавирусной инфекции. 103 случая, в Якутске 54 и в 20 районах нашей республики, в том числе в Алданском и Миконском по 5 случаев, Нерюнгринском, Хангаласском 4, Мегино-Кангаласский, Нижнеколымский 3, Мирнинский, Жиганский, Верхнеколымский, Горный, Оленёкский, Сунтарский, Всеалданский, Чурапчинский по 2 случая и Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Намский, Нюрбинский, Алекминский, Среднеколымский, Татинский, Усмайский по 1 случаю. За сутки проведено свыше 2000 исследований, всего обработано порядка 1 миллиона 200 тестов. В части вакцинации на 14 число в республике имеется 271 187 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. Первую дозировку вакцины получили 241 495 человек, в том числе лица старше 60 лет 50 124. Полную вакцинацию прошли 185 157 человек, в том числе лица старше 60 лет 40 976 человек. Использовано 88,6% от общего объема вакцины, поступившей в нашу республику. Очень часто сегодня задается вопрос, есть ли в наличии спутник или гам-ковид, как его называют. Сегодня действительно в республике в основном имеется эпивак корона. Мы ожидаем следующую партию на будущей неделе. В понедельник было совещание у Голикова оперштаб, где конкретно прозвучало, что максимальное количество вакцин при распределении будет учтено именно на Дальний Восток, потому что Дальний Восток сегодня имеет приоритет. Вакцинация остается главной задачей сегодня по преодолению подъема новой коронавирусной инфекции. Вы видите сегодня, что творится у нас на территории всей Российской Федерации. Якутия в этом отношении выглядит в более благоприятных событиях, но это как раз благодаря тому, что мы ранее всех начали массовую вакцинацию. Вы помните, было постановление 19 мая нашего главного санитарного врача. Буквально вчера вышло санитарное постановление номер 4, где уже четко указаны категории лиц, которые обязаны быть вакцинированы. В этой части это в основном работники образования, медицины, социальных служб, транспортной системы, общепита и так далее. Я прошу всех ознакомиться с этим документом, так как его реализация до 16 августа, в дальнейшем будут приниматься административные меры. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на миграцию нашего населения. Она сегодня продолжается. В среднем мы фиксируем за неделю порядка 1500 движения детей по всем районам нашей республики. Мы понимаем, что дети провакцинироваться не могут. Сегодня идут только научные разработки и изыскания по возможности применения вакцин у наших деток. Поэтому настоятельно рекомендуем защищать окружающих путем вакцинации вокруг создания такого семейного коллективного иммунитета вокруг детей, вокруг беременных женщин, кормящих матерей. Это очень важно. Мы четко прослеживаем изменения картины заболевания, укорочение его инкубационного периода. Если ранее мы говорили о 2 неделях, то сегодня это от 3 до 7 дней. Развитие заболевания. Заболевание протекает достаточно тяжело, причем еще раз акцентирую ваше внимание, что именно в 3-ю волну изменилась категория людей заболевших. Это в основном дети как раз-таки и лица молодого возраста. В стационарах сегодня 65% это лица от 19 до 49 лет. И, конечно, именно этой категории тоже необходимо обращать внимание на свое здоровье, понимать, что при первых признаках ОРВИ, повышения температуры, необходимо вызвать врача, а не заниматься самолечением. Будьте здоровы!